Здравствуйте, меня зовут Шейкин Даниил. Я учусь в третьей школе в 9 классе. Сегодня я хочу представить вашему вниманию свою исследовательскую работу, посвященную моему прапрадеду Наумову Николаю Павловичу. Он начал свою карьеру летчиком в рабочей крестьянской Красной Армии. Участвовал в таких исторических событиях, как Хасанские бои и спасение экипажа Родины. В семейном архиве хранятся фотографии, вырезки из газет, удостоверения. Эти документы являются подтверждением исторических хроник и представляют особую гордость нашей семьи. На слайде представлена лишь малая часть. Я выдвинул гипотезу, поставил цель, определил задачи, выбрал методы. Вашему вниманию они представлены на слайде. Практическую значимость работы вижу в возможности гордиться своими предками, пониманием, что человек сам создает свою судьбу, выбирает свою профессию и никогда не сдается, через написание биографической работы для своих потомков. Информацию начали собирать еще при жизни прапрадеда. Желание у него задокументировать свои воспоминания появилось после обращения к нему Сергеенко Анатолия Михайловича. Однажды он приехал к прапрадедам из Иркутска, собирая материал по истории дивизии, в которой прапрадед начинал службу на Дальнем Востоке, и попросил его написать воспоминания. Мемуары моего деда он использовал для написания одной из своих книг. Впоследствии подтверждением рукописных материалов занялась его дочь, моя прабабушка Нина Николаевна. Эстафету продолжил мой дед Сергей Николаевич, майор военно-воздушных сил. Во время своей учебы моя мама собирала и обобщала материал по родине. Теперь эстафету перенял я. С 11 лет занимаюсь оцифровкой информации и переводом нашего архива в электронный. И до сих пор еще достаточно работы в данном направлении. Сейчас, с развитием интернета, появилась возможность поиска и подтверждения фактов. Много информации, ранее засекреченной, теперь есть в доступе. Мной были сделаны запросы и получены документы, которых ранее не было в семейном архиве. Наумов Николай Павлович родился 20 ноября 1911 года в городе Златоуст, на Урале. Он был младшим в семье, в которой было 3 сына и 3 дочери. После смерти родителей прапрадед жил в семьях своих старших братьев и сестер. Учился в начальной школе. Окончил фабрично-заводское училище при механическом заводе. Пошел работать слесарем-инструментальщиком на этот же завод. Одновременно окончил 9-месячные курсы в ТУЗа при Институте холодной обработки металлов, получив среднее образование. Был пионером, комсомольцем, коммунистом. Весной 1931 года по партийному набору был призван в армию и направлен на ускоренный пилотский курс в школу летчиков в Оренбурге. Окончив его, служил в Подмосковье и в Воронеже, где шло формирование бригады тяжелой авиации и подготовка к перелету на Дальний Восток. Летом 1938 года, когда развернулись бои у озера Хасан, полк моего прапрадеда срочно был перебазирован на полевой аэродром. Экипажи дежурили с подвешенными бомбами, а в свободное время строили укрытия, изучали тактику боевых действий. Утром 6 августа над аэродромом взмыла красная ракета. Экипаж старшего лейтенанта Наумова, поднятый по тревоге, быстро занял свои места, и грозная боевая машина взяла курс в сторону переднего края. 23 пробоины насчитали на бомбардировщике, когда он вернулся с боевого задания. Трос руля глубины был перебит осколком, держался лишь на 2 нитках проволоки. Советские наземные войска, перейдя после мощного бомбового удара в решительное наступление, в короткий срок добились успеха. Наумова Николая Павловича представили к званию Героя Советского Союза. К сожалению, в связи с трагическими для нашей семьи событиями, он его не получил. В 1937 году был репрессирован его тесть, отец моей прабабушки, Синебрюхов Яков Михайлович. Летом 1938 года он был расстрелян. В 1957 году его реабилитировали. В память о тех грозных событиях в нашей семье хранится реликвия – нагрудный значок участника хасанских боев. В конце сентября 1938 года в беспосадочный перелет по маршруту Москва-Хабаровск отправился героический женский экипаж в составе Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Росковой на самолете «Родина». 24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут Гризодубова подняла самолет в воздух. Сложные метеоусловия заставили экипаж совершить вынужденную посадку в тайге. Связь вышла из строя. Кончилось горючее. Спасение было поручено военным 2 ТБ-3 и самолету «Дуглас». В воздухе произошло непоправимое. Штурман Дугласа неверно рассчитал траекторию полета. Самолет столкнулся с ТБ-3, который вел мой прапрадед. Отрубив своими винтами хвостовую часть и правое крыло, ТБ-3 перевернуло в воздухе. Из открытых кабин выпали 4. Остальные не успели. За рекордный беспосадочный перелет каждая из его участниц была удостоена звания Героя Советского Союза.
Мой прапрадед, в числе других, за самоотверженность и успешно проведенную работу по розыску и эвакуации экипажа Родины, был награжден орденом «Знак почета». Вся информация об участии военных в спасательной операции была тщательно засекречена, их имена были вычеркнуты из истории и не упоминались. Страна стремилась к мировым рекордам, быть первыми всегда и везде. Авиакатастрофа, гибель товарища отразились на состоянии и здоровье прапрадеда. У него резко упало зрение. В 1940 году его перевели на нелетную работу и направили в Качинскую военную авиашколу летчиков, которая находилась в Крыму. В Каче он прослужил 18 лет. Во время службы прапрадедушки в Качинском училище обучался Василий Сталин. Позже он встречался с ним на липецких авиационных курсах. Мой прапрадед был грамотным, рассудительным человеком. За годы службы в Каче ему не единожды пришлось писать характеристики на выпускников. Много раз он рассказывал о достижениях курсантов, в том числе таких людях, как Шаталов, Быковский. Николай Павлович принимал участие в составлении характеристик этим будущим летчикам-космонавтам для их последующего обучения. Важно отметить, что прапрадедушку я не видел живым, но история юноши, болеющим небом, запечатлена теперь не только в памяти родных, но и на электронном носителе, с возможностью поделиться его историей со всеми близкими, раскиданными по нашей стране. Мы должны помнить наших близких, которых уже нет с нами, и гордиться их подвигами. Итоги моей работы представлены на слайде. Цель достигнута. Гипотеза подтвердилась. Спасибо за внимание.